Картины народного художника Казахской ССР, заслуженного деятеля искусств Казахской ССР Сабура Мамбеева поэтичны и прекрасны. Они воспевают красоту казахского народного быта, жизнь человека в природе. Герои картин и окружающая природа подчинены единому эмоциональному настроению, чуть торжественному, но удивительно искреннему и проникновенно поэтичному. Известный художник Сабур Мамбеев начал свой творческий путь в конце 50-х годов прошлого века. Он окончил художественное училище имени Гоголя в Алмате, Институт живописи и скульптуры имени Репина в Ленинграде. Годы обучения, посещение Эрмитажа и Русского музея, знакомство с искусством разных стран и эпох по книгам библиотек – все это открывало глаза на бесконечные возможности цвета, отображать мир и чувства художника. Высокое мастерство автора, его уникальная художественная стилистика стали известны широко за пределами Казахстана. В первые годы творчества Мамбеев увлеченно набирает материал, отрабатывая разнообразные приемы в создании формы и образа. В течение 25 лет Сабур Абдурасулович руководил Союзом художников Казахской ССР. При его содействии в областных центрах были открыты мастерские, музеи и выставочные залы. Произведения художника сегодня находятся во многих музеях Казахстана, частных коллекциях стран ближнего и дальнего зарубежья, а также в Государственной Третьяковской галерее, Музее восточных культур в Москве. По этим работам можно судить о творческом пути художника и его восприятии окружающего мира. Эти произведения отображаются в реалистичной манере и наполнены интересом к человеку, природе и бытовой жизни казахских семей. В фондах Карагандинского областного музея изобразительного искусства хранятся две работы Сабура Абдурасуловича. Это произведения в розовом и на джайляу. Наряду с тематическими полотнами Мамбеев пишет портреты. Его кисти принадлежит немало замечательных образов, в которых он стремится то запечатлеть облик модели как таковой, то, уловив мелодию состояния модели, встроить ее фигуру в интонационно созвучную цветовую и световую среду. Работа в розовом – это легкая и живая песня о юности. В картине запечатлен неуловимый момент, когда ребенок превращается в подростка. Это может быть и мальчик, и девочка. Надев взрослую одежду, подросток мечтает, когда станет взрослым. Длинные прозрачные масляные мазки передают зыбкость и нежность юных грез. Детские припухлые черты, растворяясь как в аквариуме, исчезают, превращаясь в воспоминания. Сабур Абдурасулович мастерски передает сюжеты из обыденной жизни. Для художников Казахстана, в том числе и для Сабура Мамбеева, незаменимыми являются сюжеты перекочевок и джайляу, как трогательные отголоски прежней жизни казахов. Почти каждый из них, вне зависимости от национальной принадлежности, хотя бы раз изобразил пасущиеся стада и погруженного в задумчивость чабана, знак вольной жизни и единения человека с природой. Картина бескрайних степных просторов с отарами и табунами, всадниками и юртами, живописные пастбища в ласковых объятиях гор – все это давало надежду, что жизнь ценна и вне технического прогресса или динамики социальных бурь. В основе дипломной работы Сабура Абдурасуловича на джайляу лежит значимое событие – приезд гостя на пастбище. На ближнем плане развернута мизансцена. Возле юрты семья чабана слушает земляка-горожанина, пристроившегося на табурете, поскольку сидеть на ковре ему уже некомфортно. Интерес к гостю настолько большой, что возле юрты постелили кошму, на которой в центре разместился аксакал, чью грудь украшает медаль.
Рядом с ним мужчина в тюбетейке и женщина, на голове которой кимишек. Ближе всех к горожанину мальчик-подросток и бабушка в красном камзоле. Замечательно написанные детали: самовар, ведро, полотенце и чайник на круглом столе, ягненок на руках девушки придают композицию ноту естественности. Вдали художник разместил юрту, всадника и овец. Все внимательно слушают гостя, который увлеченно рассказывает увиденное в городе. Интерес Сабура Мамбеева к человеку, природе и жизни казахской семьи, сохраняющей традиции предков, наполнил всю его жизнь поисками истинной формы, совершенной композиции, точных цветовых сочетаний, которые, не копируя натуру, говорили бы о ней больше, чем она сама. Сабур Мамбеев был одним из самых выдающихся деятелей отечественного изобразительного искусства. Его работы широко известны не только в Казахстане, но и за рубежом. Это человек, который внес большой вклад в развитие искусства Казахстана.